Здравствуйте, Салих. Здравствуйте, добрый день. Так, это пусть это всем коллективом чай попить. Обязательно всем. Добрый день. Добрый день, Салих Хазрат, добрый день. Да. Рада вас видеть в нашем обществе. Мы сейчас находимся в обществе незрячих, да? Так ведь, как называется, более правильно? Всероссийское орден Трудового Красного Знамени Общество слепых. Здесь находится Нижнекамское местное отделение общества. Вас зовут Тамара Викторовна. Мы с вами давно знакомы. Да? Давно и плодотворно сотрудничаем. Вот как я сейчас сюда захожу, вот здесь прямо вот так все светло. Вот я вижу, что здание давно уже надо ремонтировать. Ох. Я уже вижу, что вот эти кабинеты, как я приходил сюда там лет 15 назад, наверное, они вот, или 10, сейчас я ж не помню, да, вот они все так же. Но несмотря на это, вы улыбаетесь, вы встречаете, значит, людей, да, значит, и самое интересное, те, кто сюда приходит, вот я же вижу, кое-как поднимается по лестнице, он не видит, но на лицо у него улыбка. Я говорю, вот же какая. Пожалуйста, немножко о себе расскажите. Я председателем общества слепых работаю с 2015 года. И с 2015 года мы пишем письма по поводу ремонта помещения. Но это совсем не умаляет нашей деятельности. Мы по-прежнему живем полнокровной, насыщенной жизнью. Члены нашей организации ездят на экскурсии. Мы проводим различные реабилитационные мероприятия, мы выезжаем на спортивные соревнования, на интеллектуальные игры. И во многом, очень во многом нам помогает сотрудничество с вами. В частности, мы уже который год просим у вас транспорт для поездки в Елабугу на шахматно-шашечные соревнования, на соревнования по игре в домино, за что огромное вам спасибо. А вот по поводу того, что мы какие-то особенные, я хочу с вами не согласиться. Мы обычные люди. Я всегда говорю, не считайте нас гуманоидами. Если можно помочь, помогите. Если нет, никто нам ничем не обязан в этом мире. А главное, нас не нужно жалеть. Вообще мы не любим, когда нас жалеют. От помощи, конечно, не отказываемся. В жалости не нуждаемся. Вот как-то так. Чудесно. Так, с одной стороны, мягко, но строго. Да, я потому что учительница. Наверное, поэтому у меня есть еще вот это мое учительское призвание. Отсюда, наверное, и строгость, и мягкость. Вот даже вы помните, когда, например, я сказал, надо протянуть руку помощи, например, да, человек, который вот, плохо видит, переходит дорогу, да, или плохо видит, спускается по лесенке, а вы мне поправили, Хазрат, сказали вы, надо еще правильно протянуть руку, потому что он упирается рукой на трость. Да. И если вы неправильно будете ему подходить со стороны трости, то он, ему будет хуже только от того, что ты протянул руку. Совершенно верно. Хотелось бы какой-то ликбез вот для них, чтобы они, некоторые же сердобольные бывают, уж очень хотят помочь, а бывает только хуже, может что-то сделать. Поэтому... Бывает и такое, что тебе говорят левее, левее, правее, правее, а это они относительно тебя говорят. И твое левее, правее может завести незрячего человека в столб, в лужу, а потом ой-ой, извините, извините. И это мы понимаем, потому что люди же, они от души помогают. У нас вообще в городе очень много людей хороших, очень много тех, кто нам помогает. Очень хорошо помогают сейчас подрастающие юноши. Вот именно юноши. Девочки почему-то большей части могут пройти мимо. Хорошо помогают дедушки, бабушки, женщины. Вот хотелось бы, чтобы девочки тоже обратили внимание на человека, который в этом нуждается. Хотелось бы, чтобы девочки, будущие женщины, уже с детства формировали в себе вот это неравнодушие к пострадавшему, то есть неравнодушие к тому, кому хуже теперь сейчас. Мы когда начали работать с незрячими, мы поняли, что есть которые с рождения, например, незрячие есть, да, или в юном возрасте, которые потеряли зрение, да, то есть у них другая жизнь. А вот те, которые там по причине сахарного диабета, по причине каких-то других таких несчастных случаев болезней,
с ними сложнее работать. То есть как-то вот так нам показалось. Вот если касаемо меня, то я вообще себя зрячей не помню. Раньше, конечно, было лучше. Ну, тут в результате многих операций, наркоза, зрение и с возрастом зрение, конечно, садится. До 2014 практически года я вообще ходила без тросточки. Сейчас я без моей помощницы никуда одного шага не делаю. Это, во-первых, потому что я не вижу, а во-вторых, потому что люди зрячие, идущие мне навстречу или рядом со мной, увидят, что я не вижу, поймут и, если захотят, могут мне помочь. Я училась в специализированном Лаишевском интернате для слепых и слабовидящих детей. Затем пошла в Казань, в Казанский педагогический институт, совершенно не реабилитированная и не адаптированная в обществе. Привела меня мама, поставила к стеночке и сама уехала по своим делам. Мама в Нижнекамске жила. А я стою и думаю, зачем я пришла в этот институт и как я вообще буду ходить. И понимаете, меня реабилитировала наша группа. Нужно просто уметь сойтись с людьми. Ты поможешь, тебе 100 раз больше помогут. И вот с той поры как-то так пошло по жизни, что меня окружают хорошие люди. И когда меня председатель правления нашей региональной организации попросил взять Нижнекамскую организацию, здесь уже было в ту пору больше 470 человек. Сейчас в связи с ковидом численность маленько упала. И я поняла, что в нашу организацию как раз сейчас и идут в основном те, кто потерял зрение в более позднем возрасте в результате какой-то травмы, болезни. И чаще всего, как вы отметили, в результате сахарного диабета. И приходят они к нам буквально ничего не знающими и не умеющими, а главное, считающими себя, что в этом мире я один остался со своим недугом. И вот наша задача приучить их принять себя такими, как есть, это главное. Понять, что ты в этом мире не один, тебя окружает еще много тебе подобных или даже тех, кто хуже тебя, кому хуже тебя. И реабилитировать их в обществе. У нас есть центр реабилитации слепых. Здесь пытаются их научить ориентировке, элементарным навыкам домоводства. Но я считаю, все-таки главная задача нашей организации – это психологическая работа с теми, кто сейчас остался один, и с их родственниками, которые считают, что их нужно кормить с ложечки, одевать, ни в коем случае не дать им подойти к газу, потому что они самые бедные и самые несчастные. Вот мы здесь уже на протяжении многих лет пытаемся реабилитировать не только незрячих, но главным образом их родственников, подготовить их к тому, что ребенок должен уехать в Лаишево и там окончить школу, а не сидеть под крылом у мамы. Я всегда говорю в таком случае родителям, у которых дети инвалиды: мамочка, вы Кощей Бессмертный? Вы будете жить вечно? Нет, не будете. Поэтому ваш ребенок должен войти в мир подготовленным. И за то, что вы оставите его сидеть дома на печке, поверьте, он не будет благодарным. Я очень благодарна моей маме, потому что когда я поступала в школу, я ревела, я даже не знаю, как сказать, как я ревела, и она плачет вместе со мной. И директор мой сказал: мамаша, забери ребенка, посади ее на печку, она тебе потом спасибо скажет. Мама так подумала и уехала, оставила меня одну. И я очень благодарна, что я выучилась, что я добилась всего сама, практически только благодаря тем людям, которые меня окружали по жизни. Я уверен, что ваши слова, они послужат каким-то мотивационным таким, скажем, толчком для того, чтобы,
переосмыслить все и как-то заново начать жизнь, например. Потому что наше сегодня, да, например, у нас доступная среда. Сегодня это все делается, вот мы это видим, и уже, наверное, следующий этап будет какой-то вот такой, что давайте-ка мы пойдем все на прогулку, например, да, давайте-ка мы все встретимся вот там-то, например, да, в каком-то парке, например. Вам слово. Я много сам тоже говорю, потому что вы меня немножко эмоционально подбодрили просто, да. Аминь, аминь, Салих Хазрат. Пусть все будет так, пусть услышит нас Всевышний, пусть услышит нас все те, кто будут нас смотреть. И пусть к нам приходят в общество, где мы личным примером показываем, что невозможного ничего в этом мире нет. Вот один случай хочу привести. Пришел к нам человек, его привела жена. Самый несчастный, только он один слепой. Мы приглашаем его на мероприятие. Я ходить не могу, как я буду? У меня совершенно невидящий муж. Ему нужно было по какой-то причине пойти на остановку. Он говорит: пойдем, я тебе покажу. Он говорит: ну ты видишь, конечно, ты мне можешь показать. Я говорю: нет, мой муж совершенно не видит. Он говорит: тогда таких слепых не бывает. Понимаете, помимо того, что люди не хотят, они еще многие и не верят в возможности других и в свои возможности. Вот мне кажется, главная задача родственников, окружающих, может быть, медиков, может быть, духовенства, вселить в человека веру в свои возможности и понять, каждый из нас должен понять, что в этом мире никто тебе лучше, чем ты сам, помочь не может. Никто. Вот я всегда говорю, куда бы я ни пришла, мне говорят: вы такая позитивная, вы такие молодцы, как вы так живете? Да у нас выбора-то другого нет, понимаете? Мы по-другому-то не можем. Для нас дорогу перейти экстрим. Но мы ведь каждый день ходим на работу, преодолеваем этот экстрим, потому что у нас нет другого выбора. Мы такие же, как все. Идет зрячий человек на работу, и мы идем. И это хорошо, что мы можем это сделать. Да, сейчас есть доступная среда, есть низкопольные трамваи, есть правильно поставленные поручни и пандусы, чего раньше вообще не было, и об этом никто не задумывался. Поэтому сейчас гораздо легче. Есть сенсорные телефоны с речевым выходом, есть компьютеры, которыми может пользоваться незрячий, потому что у него есть программа экранного доступа. Есть диктофоны, при помощи которых наши незрячие учатся в колледже и пишут лекции. Я училась при помощи обычного прибора для письма и письма со скоростью бешеной не знаю кого. И все, нам никто не диктовал отдельных лекций. Просто нужно, значит, делаем. И мне бы очень хотелось, чтобы вот наши люди, незрячие, поняли и приняли себя такими, как они есть. Лошадка. Тигр. Вот лошадка. Что выше? Лошадка. А что ниже? Тигр. Так. Кто за кем, кто между? Тигр. Тигр за кем? За лошадкой. Собачка за кем? За тигром. За тигром. Барашек за кем? За собакой. За собачкой, правильно. А теперь кто между? Давай лошадку пока уберем в сторонку. Вот кто между? Между тигром и барашкой. Потрогай, кто? Между. Вот. Угу. Ты вот тигр, вот барашка. А кто между? Между бульдогом. Да, собачка. Наши передачи как раз об этом, что у кого, как он думает, значит, все хорошо, а иногда какие-то приходят испытания, он уже не может терпеть. Но А ведь вот, каждому Господь дает по силам его. да, вот очень правильно вы сказали, что каждому Господь дает по силам. Просто надо немножко друг другу напоминать. И поэтому вот эти передачи, они больше как напоминание, да, тем, у кого как будто бы все кончено, все плохо,
да, решений они не могут найти, извините, некоторые уже думают о других мыслях, да, то есть совсем Бывает. нехороших, да, то есть кто-то в окно хочет выйти, да, кто-то еще как, не дай Бывает, бог. бывает. Поэтому я уж так говорю, потому что, ну, это есть. И вот эти вот наши передачи, а особенно их герои, они, конечно, очень так сильно положительно влияют, да. Нам потом звонят, говорят, вот я, говорит, уже думал, как мне дальше жить, посмотрел передачу, я говорю, я вообще, оказывается, очень хорошо живу, все у меня в порядке. Поэтому цель вот этих передач такая, то есть чтобы мы были ближе друг к другу. Вот, и все же, как бы хотелось вот нашу беседу, чтобы вы как-то подытожили все-таки. Все-таки охота вас послушать. Спасибо большое за то, что мы с вами встретились. Это уже хорошо. И для тех, кто нас будет смотреть, мне все-таки хочется сказать, приходите к нам в общество. Вам у нас понравится. Мы живем полнокровной, насыщенной жизнью, и каждый здесь может найти себя по интересам. Кто-то в книгах, кто-то в спорте, кто-то в настольных играх, кто-то в художественной самодеятельности. Мы всем рады, мы всех ждем. А для наших дорогих нижнекамцев мне хочется сказать буквально несколько слов. Нас нужно не пожалеть, а помочь. Город у нас неравнодушный, поэтому мои слова, я думаю, будут услышаны всеми. Спасибо огромное. Будем ближе друг к другу.